Дыялогі пра культуру. Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале «Культура». С вами программа «Диалоги о культуре». Я ведущий Николай Пограновский. Наш гость сегодня в студии Максим Михайлович Петруль. Но я его Михайловичем не буду называть, потому что сам запутаюсь, я тоже Михайлович. Он достаточно молодой человек, поэтому я к нему на «ты» буду обращаться, тем более мы давно знакомы. Он скульптор, член Белорусского союза художников, и я вкратце, поприветствую наших слушателей для начала, Максим, да, потом я твою биографию коротко так расскажу, потому что если бы ты был возраста лет 85-90, у тебя биография была бы очень длинная. Но невзирая на свой молодой возраст, у тебя достаточно емкая биография, хотя не такая длинная. Итак, дорогие друзья, я напоминаю, вы на канале «Культура». Наш телефон 210-12-48 и код Минска 017. Если будут вопросы, звоните, будем рады вашим вопросам. А теперь, собственно говоря, почитаем твою биографию, Максим, из твоего же каталога. Она очень коротенькая. Лауреат специального фонда президента Республики Беларусь, член Белорусского союза художников, как я уже сказал, а также ты член Белорусского союза дизайнеров. Вот да, расскажешь, за что Белорусского союза дизайнеров, интересно. Я всегда интересуюсь. Я, кроме скульптуры, занимаюсь еще и проектами современного искусства, веду кураторскую деятельность, а также занимаюсь постерами, плакатом. Это теперь понятно, почему там, да. Я тут читаю. Автор произведений «Визуальное искусство» для всяких общественных пространств. Парк Победы в городе Минске, парк Фонтан, парк тоже Победы, станции метро Минского метрополитена, Грушевка, Малиновка. Я помню только Малиновка, оказывается, и Грушевка. Я это пропустил, хотя там часто бываю, езжу. Соавтор мемориального комплекса «Красный берег». Это получили вся команда государственную премию. Часть коллектива. Да, часть коллектива, да. Там автор это кто был? Леонид Левин. Левин, да. Да, произведения твои находятся в Национальном художественном музее Республики Беларусь, Музее современного изобразительного искусства города Минска. Но он уже переименован в НЦСИ. Национальный центр современных искусств, так он называется. А также в коллекции всемирно известного коллекционера, мецената, миллиардера, промышленника. Боже мой, вот ты устроился. Господина Вёрта. А это хороший человек такой, в Германии живет. Я думаю, что он хороший. Да, хороший, он любит искусство. Если он покупает не только западных художников, но и наших восточных еще. Да, видите, он сфокусирован как раз на модернистской скульптуре нового времени, Восточной Европы. Поэтому мне повезло, около 10 моих работ после выставки в Национальном художественном музее к моему 30-летию. Выставки в нас худмузее к моему 30-летию. Я не ослышался, переехали, я понимаю, потому что я в этом музее сам работал, и помню, когда говорили, кто должен в художественном музее показывать свои произведения. Маститые художники, которым 65, 75, 80, 90, и чтобы у них было звание, как минимум, заслуженный деятель искусств. А как ты без этих регалий туда попал? Дело в том, что я работаю и делаю скульптуру. И, собственно говоря, наверное, и причина, почему одобрил совет. Я бы парировал, что многие работают и делают скульптуру, но тебе удалось. Да, но я делаю как-то это цельно, как система, создаю определенные пластические образы, я узнаваем. И надеюсь, что представляю уникальное художественное явление в Республике Беларусь как скульптор. Эти слова должен был я говорить. Я понимаю, да, видите, мне же надо как-то парировать вам, почему. Тот, кто слушает сейчас нас, подумает, какой нескромный Максим Петруль, а себе такие нежные слова говорит. Но на самом деле все, что ты сказал, я абсолютно поддерживаю твою мысль, все это правильно. Тут я еще хочу сказать, что в коллекции олимпийского искусства в Пекине у наших друзей китайцев. Вот про Пекин мы отдельно поговорим, там чуть-чуть, да. Ты часто бываешь за границей. Что ты там видишь, видишь кроме себя самого, что ты там делаешь, что ты там еще видишь каких-то, не только китайцев, там они многих приглашают. Китай же, это же огромная совершенно система, машина, государство, страна, и там идут процессы развития просто колоссальные. Первый раз мне посчастливилось съездить в Китайскую Народную Республику, мне было тогда 25 лет. Я выиграл конкурс, симпозиумы, которые проводятся в Китае, проводятся на конкурсной основе.
к примеру, 2000 предложений, из них выбирается где-то 50. Ну, посчитайте сами, Да, какой да, конкурс да, на да. этот самый. Ну и вот спасибо. поэтому я говорю, мне повезло. Отчасти повезло, наверное. С другой стороны, ну, надо делать интересные работы, я уже об этом говорил сегодня. Ну, я думаю, что именно поэтому И всё-таки повезло. вот с тех пор просто это все настолько расширилось, такая произошла экспансия внутри культурной жизни Китая, в смысле интеграции произведений со всех стран мира, совершенно разных художников, разных возрастов, наций, рас, религиозных убеждений и так далее. Они отстраивают колоссальные парки, колоссальное финансирование идет на эти парки. Ну, естественно, они экспериментируют и с пространством, и с парком, и с составом художников, и с материалами, и с размерами работ, и с местами установки. В общем, в Китае просто, ну, на сегодняшний день, я бы назвал так, не побоюсь этого слова, бум, скульптурный бум. И не только скульптурный. Ну, и не только скульптурный, Наши но мы уже, живописцы да. ездят регулярно туда с выставками, это первое. Тоже пленеры там проходят. И плюс ко всему, я знаю, многие наши белорусские художники приглашаются туда и преподают китайским гражданам изобразительное искусство европейское. То есть, ну, то, чем, собственно, мы занимаемся. Им это интересно. Да, безусловно, они перенимают опыт и сравнивают себя с другими, ну, в смысле, с нами, со всеми, кого приглашают. И очень разные, я уже говорил, контент стран, то есть и Соединенные Штаты, и Великобритания, и вот страны бывшего Советского Союза, Россия, Украина, Беларусь, Грузия, Армения, Литва, Латвия. Ну, я так понимаю, что, конечно, у них интерес не только к бывшему Советскому Союзу, Да, безусловно. но они там и Запад заглядывают, и поляков приглашают. Да, конечно, Запад, амбиции да. у китайцев просто колоссальные, как показало время. Но уже тогда, в 2003 году, когда я был в первый раз, я уже почувствовал, что здесь, конечно, будет какое-то колоссальное развитие. Мао Цзэдун, наверное, даже не подозревал, что может произойти после его правления. Думаю, да. В гробу переворачивается Да. после того, что там проходило во время его правления, и вдруг теперь такое. Скажем так, Китай – великая страна, великая нация, и великие дела вершит. А сколько раз ты там бывал? Если не ошибаюсь, 12. Боже мой, 12 раз? Ты практически каждый год ездил туда. Практически да, но в общей сложности я там прожил где-то 1,5 года. Ну, потому что когда приезжаешь на симпозиум, ты живешь там несколько месяцев, делаешь скульптуру. У них прекрасная база. Ну, Они не просто база, они, насколько мне известно, они дают помощников, да, чтобы безусловно. ты быстрее реализовал свою идею. Конечно. Потому А что- сейчас они перешли в формат конкурсов. Просто с тобой, если тебя выбирают, опять же, примерно в таком конкурсе, как я вам формулировал, 2-3 тысячи заявок, там 30-50 работ. Вот если ты проходишь туда, то они обеспечивают тебя полностью всем, что тебе необходимо для создания скульптуры. Сами же ее делают, потом ты просто приезжаешь на авторский надзор, убираешь погрехи, Ну, тонкие детали шлифуешь сам. абсолютно, и приезжаешь на открытие. Ну, в принципе, это, я думаю, что нисколько не нарушает общее представление о скульптуре у нас. Потому что я знаю, что, ну, там, пресловутые наши прошлые времена скульптор, который брал какой-то большой заказ на монументальную скульптуру, а ее надо, например, перевести в размер там 6 метров, и у него не было сил самому это перевести, этого размера. Так а такой. какой смысл Он нанимал надрываться работников. на 6-метровой Там, скульптуре да, и одному? всё. Да. Конечно, у нас точно так же делают. И по сегодняшний день такая же Абсолютно практика с вами была, согласен, да, вы И ничего, хорошо осведомлены о том, что происходит. ничего нового китайцы в этом смысле не придумали. Все то же самое, только еще лучше делают. Да, безусловно. Ну, у нас, конечно, бытовало такое мнение, какое-то слегка лживое, что вот художник сам все делает своими руками, вот эти 6-метровые. Но это же обман просто какой-то. Действительно, представляю, абсолютно правы, да. нанимаются ассистенты, либо студенты, либо молодые Ну, чаще скульпторы, студенты, либо работники ассистенты, скульптурного да, комбината. да. И, конечно, ну, Ну, если представьте, это в камень переводить, то каменотесы были такие. абсолютно, профессиональные. конечно. И у нас тоже есть, но, конечно, у нас не в таких объемах сравнивать здесь бессмысленно. Но тоже есть ассистенты, А которые я знаю, что Максим помогают. сейчас уже заулыбался. Я представил, маленький Заир Исаакович, ростом там 165, или даже меньше, 164 он был.
валит огромную скульптуру Куба Колоса, которая там из энного количества фигур. Представляешь, как ему это надо было соорудить такое? Ну, конечно, еще махину. в возрасте, понимаете, Да. да? Он же не просто там 30-летний юноша в полном расцвете сил, а просто физически в возрасте, невозможно сделать. Поэтому, да, ассистенты выполняют работу по увеличению. Я в связи с этим вспомнил смешную историю. Это чуть расслабим наш разговор от серьезной темы к веселой. Некие туристы из города, то ли Тамбова, то ли какого-то российского города, приехали сюда, группа, и исключительно там женские, я не знаю, наверное, какая-то женская фабрика там приехала в турпоездку по Минску, гуляли, и вот написала группа этих туристок из этого города, мистер культуры Беларуси, написали письмо такое, что вот все понравилось, все, и отличная скульптура вот на площади Куба Колоса, посвященная известному белорусскому писателю, поэту Якубу Колосу. Но вот что, один из его героев, там Симон Музыка, там сидит со скрипочкой, играет на скрипке, смычок у него украли. Пожалуйста, будьте любезны распорядиться, чтобы вернули на место этот смычок. А у нас в музее Асгура стоит модель, маленькая модель этого будущего памятника, и там смычка не было изначально. Смычок предполагался для пытливого любителя искусства, что он там, нет его, но он предполагался, что он может быть. Легко представить себе этот смычок. Абсолютно. Бывают такие смешные, забавные истории. Кто бы мог подумать, что Зверь Сахарич, а ведь он такой реалист, мог бы этот смычок и вставить туда в руку с Мог, но, видите, но не поставил только по одной причине, что да, воробьи садились бы, голуби садились бы, какали там, это первое. А второе, какие-нибудь супостаты вешались бы на этот смычок, пьяные проходящие там люди, почему бы нет? Мы знаем такую историю со скульптурами этого старшего коллеги Владимира Жбанова, например. Да, это мой педагог. Да, эта девочка с зонтиком раза 4 или 5 там ремонтировалась, потому что повисали на этом зонтике, потом ее отламывали. Вот который в Михайловском сквере. Ну, эстрадный исполнитель, колдун, такой юноша, который поет попсовую музыку, тоже вешался на эту девочку с зонтиком. Ну и Жбанов возмущался потом. Я помню, даже статья где-то была. Ну а по поводу Якуба Колоса, там же, по-моему, вандалы спилили кусок косы у девочки, да, которая на площади. Вообще, скульптурные произведения, установленные в городе, периодически подвергаются вандализму. Вот Костину работу в мельницу Селиханова, Тереску, да, Селиханова, разрисовали граффити. У меня до сих пор выбитые на фонтане Победы верхние элементы, я их демонтировал, и они до сих пор не установлены. Не реставрирован фонтан. И вандализм большая проблема. Я думаю, не только у нас в мире она тоже да, в принципе, да, мы вот о нас говорим, говорить, поэтому... что только в Беларуси вандализм безусловно, процветает. Везде есть люди странные. Вот на Грушевке украли листья. Потом вернули их там с поличным. То есть поймали задержан был, да. Насколько я помню, это был гражданин Азербайджана. Еще что-то на память сделано о Беларуси. Да, захотел, с Беларусью поближе познакомиться, да решил украсть. Дорогие друзья, я напоминаю, вы на канале «Культура», и с вами программа «Диалоги о культуре». Я ведущий Николай Пограновский. Наш гость сегодня в студии Максим Михайлович Петруль, скульптор, член Белорусского союза художников, а также многие другие награды имеет, которые я в конце еще раз напомню, скажу. И наш телефон в студии 210 12 48. Звоните, ждем ваших звонков. Код Минска 017. Что-то время такое, что, наверное, либо не проснулся народ, либо готовится активно к обеду. Никаких звонков нет. А мы с тобой продолжим, Максим. Кроме Китая, уже близкого нам и родного Китая, в каких странах ты еще бывал на симпозиумах? Знаете, вот в Китае чем хорош? Тем, что там вот есть и ассистенты, про которых вы говорили. Я недавно съездил в Молдавскую республику на пленэр. Крайне экзотическое место. Вино льется рекой, солнце, фрукты, то есть помощники по вину были только? Там помощники не нужны. Там мы резали травертин с Артемом Медведевым, моим молодым коллегой, преподавателем Академии искусств. И мы так как бы отдохнули и поработали. Это такой, знаете, фан и в то же самое время творчество. Увлекательно. А в Китае там ведь не совсем пленэр, да?
То есть там просто вот такой метод изготовления скульптуры, да, большая серьезная То есть работа. пленэр это скорее такой, знаете, творческий экспромт, такой эксперимент из имеющихся материалов. Ну да, многие художники ведь именно так воспринимают, и оно так и есть, на самом деле. Ну, вот Виктор Копач любит пленэры, он уже очень много объездил И стран. интересно, что он в камне работает. Да, он работает в камне, вот он освоил. Хотя, ну, это не свойственно белорусской скульптуре. Ну, вот какие-то поиски, эксперименты с материалом. У нас традиционная скульптура понималась как лепка, переведенная в бронзу. А еще более традиционное дерево, конечно. Ну, дерево, да, но камень, почти камня нет в народная Беларуси. скульптура. Вот. Ну а Виктор, несмотря на это, так освоил и большие размеры камня. Он поездил по международным пленэрам и понял, что, собственно, наверное, это его призвание. Вот. И начал проводить эксперименты, дошел до очень любопытных пластических ходов. Вот. Полностью поменял стилистику. Ну, вот, как-то так. Ну, вот так мягко, благодаря Виктору Копачу, мы переехали мягко в тему, которую мы должны были обсудить с тобой сегодня. Как выглядит наш белорусский скульптор в контексте европейского и мирового искусства, на твой взгляд? Ну, своеобразно. Я бы сказал, своеобразно. Вот интересно, да, потому что вот я уже говорил о том, что... На вопрос, сейчас, минуточку, мы послушаем вопрос. Хорошо, да, прервемся. Алло, добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, Николай Михайлович Здравствуйте. и Максим Михайлович. Меня зовут Герасим. Я хотел бы задать вопрос. Максим, какой главной чертой характера должен обладать скульптор, и когда вы создаете свои шедевры, какую музыку вы слушаете? Спасибо. Спасибо, Герасим, за хороший вопрос. Да. Я думаю, что самое главное не то, чтобы даже черта, а самая главная ситуация, которая должна присутствовать, это вдохновение. И когда есть вдохновение, тогда ты творишь, паришь, работаешь, и тебя посещают очень любопытные, интересные идеи. Музыку я слушаю разнообразную. От академической музыки, Баха, Бетховена, Моцарта, до фольклора африканского и до тяжелого рока, AC/DC, Металлики и так далее. Какой ты разнообразный, боже мой. Я люблю музыку вот таким вот образом. Это хорошо, хорошо. Спасибо, Герасим, за хороший вопрос. Спасибо большое. Ну, тогда мы уже почти коснулись, так сказать. Хорошо ли тебе, комфортно, например, ты что-то тяжелое делаешь, рубишь, режешь, там пилишь и при этом слушаешь музыку в наушниках, или она где-то из динамика Это звучит? динамики. Сегодня очень развилась эта индустрия, да. Беспроводные динамики, через Bluetooth подаются сигналы. Собственно говоря, достаточно качественный звук, То который есть идет в слушаешь мастерской. музыку, наслаждаешься и при этом не мешает работе. Да, абсолютно. Да, вот Ну, я как-то думаю, так. что основная масса творцов, имеется художников, скульпторов и прочих, они во время работы именно этим и занимаются, слушают музыку. Иногда некоторые из них слушают канал «Культура». В это Да, время. безусловно, я тоже люблю послушать канал «Культура», вообще радиокультура. Да. Особенно в ночное время хорошая программа. Но ты в это Ну, в время ночное спишь, время я наверное. уже сплю, да. Да. Слава богу. Да, ну хорошо, да. Совесть твоя чиста. Вот еще один человек звонит, да. Так, ну а мы с тобой продолжим. Так, западная, конечно, это не Запад, Молдова, Республика Молдова, это не Запад, но все-таки интересно, как у них проходит. Потому что, например, Владимир Пантелеев из города Гродно, он любит в Польшу ездить на всякие, не симпозии, это пленэры скорее. И там у них команда собирается чуть ли не каждый год, и не только скульпторы, живописцы, и разные художники приезжают, и каждый занимается чем-то своим. Кто-то скульптуру рубит, кто-то из дерева, кто-то из камня, кто-то живопись пишет. Ну и это вот интересно. Я знаю, что вот в этой команде бывает иногда забавчик такой, Александр, живописец и график. А он там что хочет делать. Рыбу ловит, пишет картины, графику рисует. И при этом комфортно себя Ну, чувствует. абсолютно, это же пленэр, то есть это же такое, знаете, и отдых, и творчество, все в одном флаконе. Я помню, мы проводили пленэр, посвященный Казимиру Малевичу, какая-то там дата была, давняя, я уже и забыл, сколько ему там лет было. И мы пригласили поляка одного, довольно известного, Анастазий Вишневский, такой концептуальный художник, известный в Польше, не только в Польше. Ну, мы его пригласили, и все. И все наши творцы, там,
там что-то делали, там проходило это на базе городского поселка, там жили в больнице двухэтажной, там больных, оказывается, во время лета не бывает в сельской местности, им все в полях работают, потом зимой болеют. Вот. И поэтому мы жили в этой больнице, и вот вспоминаю такой, один был уникальный Андрей Веренич, он, например, концептуальный проект сделал такой, попросил отдельную комнату ему, чтобы никто не мешал, и он слушал тишину. И днем, и ночью спал, не спал, там все, слушал тишину, а потом свои впечатления он записывал тишины. Вот такие были. Другие были там разные другие. Я не буду говорить, там Николай Прусаков увидел заросший пруд в Барской усадьбе, Ряской, такой зеленый, заросший. Он решил этот пруд преобразовать в нечто такое, вот так как на потолке квадратные такие плитки, но там метровые были такие у него квадраты, и он это разбил, этот пруд на квадраты, такие метровые, натянул там белой какой-то веревочкой, такое все. Местные жители шалели, не понимали, что там происходит. Вот. Ну, с интересом наблюдали за это. Кое-кто, например, как тоже Анастасий Весневский, в это время ловил рыбу. И когда я, как один из руководителей этого пленера, спросил: Анастасия, ты ничего не будешь делать? Я говорю: так это я же, вот мой проект и есть. Тогда, возможно, вот. Это же... В реке Ула он ловил рыбу. Contemporary performance. Да, конечно. Возможно, он вот документировал как-то, может быть, где-то камеры стояли. Он фиксировал. Вот вы были зрителем. Да, я был зрителем, интересовался, да. Перформанс состоялся. Да, ну это все очень интересно было. Разнообразные были авторы там, и я думаю, что такой пленэр, наверное, впервые в Беларуси был, когда разные художники по-разному видят ситуацию и по-разному это высказываются по этому поводу. Это интересно было. Мне, во всяком случае, было интересно. У нас проводился когда-то скульптурный пленэр, уже очень давно, 13 лет назад, на месте бывшего цирка Шапито, там, где сейчас построен суд. Да. Вот. Но там были чудовищные условия. Ну, представляете, воды нету. Рядом река протекает. Ну да, можно залезть, подхватить там какую-нибудь болезнь, да, кожную. Ну там сливали, с курятника сливали отходы всякие разные, там можно все что угодно получить. Да. Ну вот у нас пытались вот Мингорисполком тогда управление культуры сделать, еще начальником управления культуры был Кураш, вот. Так что давно все это было. Ну, как-то и сделали, вы знаете, ну, к сожалению, разбросали скульптуры по городу, не собрали их в одном месте, как планировали, в Уручи собрать все это, ну, чтобы это как-то мощно выглядело, потому что когда, допустим, один объект это одно, когда там 20 скульптур, пусть даже пленерных, но это совершенно другое, это уже прецедент, это уже, можно говорить, в каком-то парке скульптуры, но ничего из этого не вышло, просто разбросали работы по всему городу, они стоят как-то худо-бедно в разных совершенно неожиданных местах, ну и, в общем-то, во многом из-за этого теряют. Ну, я думаю, что еще раньше был у нас пленер, твои старшие коллеги участвовали, там Слободчиков Владимир. Да, я знаю, это пленер, кто там конечно. Еще был уже... Эдуард Астафьев, Галина Горовая, по-моему, Александр Финский, мой первый педагог. Финский, там еще один там человек был, который уехал в Питер, потом там много было участников. Да, и вот они точно так же вот стоят немножко как бы случайно, без подсветки, без табличек возле скульптур. Союз архитекторов выходил с такой инициативой, мы даже встречались в рамках того, что я и мой коллега Александр Шапо, мы возглавляем секцию скульптуры Белорусского союза художников, и обсуждали эту тему, собирали информацию. Инициатива была в том, чтобы подсветить эти скульптурные произведения в парке Купалы и подписать их. Подписать обязательно, чтобы люди знали, кто автор. Безусловно, подписывать это обязательное требование. К сожалению, у нас большинство скульптур не подписано. Просто автор там что-то написал на пьедестале, автограф свой поставил или монограмму, и все, да. А такой таблички, что это, в каком году, о чем, нету такого, к сожалению. Практику эту нужно внедрять. Вот в Парке Победы, например, Минск-проект, вот Анна Аксенова синициировала и установлена возле нескольких скульптурных произведений, которые там есть, таблички с именами авторов, с кратким объяснением, что это. Это нормальный прецедент. Вот мы сейчас пробуем в метро возле моих произведений повесить, но пока заказчику сложно. Сложно понять, зачем табличка.
Ну вот так, вот я обронил слово метро, давай поговорим о метро, потому что у меня был как раз вопрос, посвященный метро. Грушевка, Малиновка – это два объекта метро, в которых ты принял участие активное. А сейчас еще один третий объект в работе. Как он там, новая станция метро? Площадь Франтишка Богушевича. Богушевича, да. Это новая линия, там как скоро войдет в строй это все? Ну, насколько я знаю, в следующем году будет открыто метро. Вот. Ну и снова задача художника интегрировать произведение на станции, создать тему, поговорить об этом. Ну, в этом ты один там участвуешь или группа у вас? Там же 4 станции метро. Нет, я говорю, на этой станции. На этой станции там группа художников, которые каждый делает свое произведение. Я делаю одно произведение, оно напоминает там внешне книгу, написанную Богушевичем. Ну, не совсем так все буквально, прямо книга. С другой стороны, есть еще уже упомянутый мной Виктор Копач и Алексей Сорокин, которые делают свое произведение в другом месте станции. Также есть еще на станциях Ковальская Слобода работы и вокзальная, и юбилейная в том числе. Ну, можно говорить о том, что у скульпторов наших и у архитекторов, кстати говоря, есть работа. И немало работы. Да, слава богу. Ну, видите, как правило, это только бюджетные объекты. Ну, объекты, которые делаются за счет средств бюджета либо муниципального, либо республиканского. То есть в таком случае возникают скульптуры, можно их обсуждать, какие они там. У каждого может быть свое мнение, но прецеденты пока вот только взаимодействие с государственными органами власти. То есть частный бизнес сегодня не готов к тому, чтобы ставить скульптуры возле тех зданий, которые они строят. Нет, по-моему, какой-то там банк Костя Селиханов. Ну, это единственная банка, история. Витебска, И по словам Кости, нет, он поставил возле многих отделений, по-моему, во всех областных городах, возле отделений ВТБ банка свою скульптуру «Диалог». Но она подвергается резкой критике, по его словам, самими же работниками банка и так далее. Вот. Ну, какая такая парадоксальная у него ситуация с этой скульптурой, насколько я знаю, но я могу ошибаться. Очень странно то, что я видел, мне нравится. Да, но это хороший прецедент просто взаимодействия, вот он единственный. А так, по большому счету, ну, вот я сколько раз выходил с разными архитекторами, с предложениями, но когда доходит до заказчика, ну, заказчик говорит, я лучше за эти деньги там куплю жене машину. Ну, в принципе, скульптура вот городская развивается в других странах мира за счет того, что существует закон, по которому застройщик, хочет он того или не хочет, он обязан платить определенный процент от общей строительной сметы. И за счет этого развиваются все города мира, все страны мира. Ну, в смысле, скульптура, ну и городские искусства, ну, публичные искусства. Это могут быть искусства, которые у нас принято называть монументальными. Ну, вот я не знаю, не уточнял, кстати говоря, вот Геннадий Васильевич Буралкин, есть такой старший коллега, конечно, он сделал фонтан там на спортивную тематику в одном спортивном объекте. Это платило государство, либо это там, скорее всего, государство. Да, это же делал архитектор Тельцов, это аквапарк. И я, будучи тогда членом экспертного совета по монументальному искусству, принимал его в составе экспертной группы. Да, такой прецедент, но опять же, да, это за счет средств, насколько я понимаю, бюджета. Как часто у нас проходят конкурсы на разные памятники? Конкурсы у нас проходят постоянно. Ну вот вы правильно заметили, только на памятнике. Здесь просто скульптура шире, чем памятник. Понятно, это понятно. А у нас вот развивается только памятник, потому что, например, у Минкультуры есть запрос на мемориализацию исторических персонажей, задействованных в политическом поле истории страны. А как таковой скульптуры нету в принципе. Меня радует, хотя бы это есть проводят, уже, хотя бы это да, есть. Конкурсы проводят, их и проводили. Сейчас, по-моему, вообще на каждый памятник проводится конкурс. Вот недавно прошел конкурс на знак к Верховному суду Великого княжества Литовского, статут, дата 495 лет, и 25 лет Конституции. Вот провели конкурс в первом этапе, ничего не выбрали, потому что были очень слабые предложения, ну, со слов тех, кто входил в жюри. Может, времени мало было для... А второй раз все-таки выбрали, да. Ну, понимаете, конкурсы вот у нас, вот сейчас объявлен конкурс очередной в Китае. Вот там прописано все. До таких мелочей. И, знаете, когда участвуешь в конкурсе, приятно, когда соблюдаются не только
условия со стороны участников конкурса, ну и организаторов конкурса, и когда они ясно прописаны. Вот, к сожалению, у нас всегда очень размыто прописаны условия. Никогда не написано, что обязан сделать тот, кто объявляет конкурс. Есть требования, как правило, только к художнику. Что вот художник должен это туда-то, в такой-то срок дать. А тот, кто объявляет конкурс, как будто бы и ничего и не должен. Дать ответ в такой-то срок, определить, да, в этом туре или нет, четко обозначить, кто входит в состав жюри, который тоже, кстати, очень важно, потому что в жюри часто входят одни и те же люди. И вот парадокс. И одни и те же люди выбирают других одних и тех же людей. Если вспомним советские времена, там, понятно, были известные герои, это там, в лучшем случае это Калинин, Дзержинский, Урицкий, еще там пару таких великих административных государственных деятелей Советского Союза. Карл Маркс, Ленин там, само собой, были. Вот, и все, на этом герои заканчивались. Понятно, после войны по Беларуси были там посвящены там воинам, партизанам, там еще много военных таких памятников, именно связано с войной. А в принципе, вот таких, которые сегодня мы видим, вдруг там Скорине памятник ставят, причем был конкурс на памятник Скорине для города Минска, Александр Ранец выиграл этот конкурс, а только через 12 или 13 лет его установили. Решили поменять место. В это время библиотека строилась библиотека национальная, потом решили к библиотеке, они там у колоннады Академии наук, где первоначально планировалось. За это время Валерий Янушкевич за деньги, я даже помню, это общественная организация, называется РУНь, по-моему, РУНь в городе Лида, установил свой проект, который он участвовал в конкурсе для города Минска. Здесь он не прошел, он поставил там, и очень хорошо стоит этот памятник. Да, конечно, это в положительных аспектах отмечается. Да, это положительно. За общественные деньги поставили. Безусловно, конечно, всегда есть положительные тенденции, есть отрицательные. Да, конечно, то, что проходит конкурсы, нормально, то, что устанавливается. Причем уже сам пластический язык памятника эволюционирует от такого правильно сделанного коллективным разумом до какого-то авторского языка. Вот что касается Сережи Аганова, который вот сейчас активно делает памятники великим князьям литовским в разных городах Беларуси. Он нашел такой свой пластический язык, и он его делает. То есть внутри самого памятника происходит пластическая эволюция. Это с одной стороны. Но с другой стороны, если мы говорим о скульптуре, скульптура тоже эволюционирует. В Беларуси выставочная скульптура, я имею в виду это, то есть если 20 лет назад, когда я начинал, скульптура была вся одинаковая, опять мы вернемся к моей скромности, отличался только я от всей остальной скульптуры, то постепенно я начал уже находить на выставках похожих на меня авторов, понимаете, да? Я шучу отчасти, отчасти есть. И сейчас новое поколение молодых скульпторов уже стали гораздо разнообразнее, чем 20 лет назад, уже используют разные материалы, разный пластический язык, экспериментируют с формой, с материалом, даже с содержанием. То есть, обогатилась выставочная скульптура за эти 15 лет. 19 лет уже, я про новый век говорю, как раз когда я начал. Я, честно говоря, имею тоже свои некоторые обозрения по поводу нашей современной скульптуры, которая устанавливается в городах, памятных местах и так далее. Вот ты вспомнил вскользь Сергея Аганова, я хорошо отношусь к его творчеству и вижу много интересного, что он создает и устанавливает, очень хорошо. Например, я был на выставке и видел сидящий князь Гедемин, такой, архаичный такой, в латах, хорошо сидит на выставке, ты помнишь его эту работу, и я даже ее особо отметил, и сказал, хорошо бы ее, как-то перевести в большой размер и где-то там поставить, где Гедемин княжил. Но оказалось, что когда заказчик, как Министерство культуры была, или, я думаю, еще город Лида, где стоит замок, построенный Гедемином, они решили, что надо там установить конную фигуру Гедемина. Почему конную, я не знаю. Почему он не может сидеть без коня? Это уже все, знаете, подробности. Это мы, опять же,
к памятникам возвращаемся. Он может быть и на коне, и без коня. Ну, я вам вот что скажу. Ну, уважаемый принято, Николай. если князь, то он должен на коне быть обязательно. Вот посмотрите на те скульптуры, не памятники, а скульптуры, которые устанавливаются в Минске. Вот, например, прецедент, мы уже поговорим, вот мы сейчас поговорили о хорошем, а сейчас немножко о тревожном. Вот скульптура Заводчанина. Вот в заводском районе. Да. Я так понимаю, это набили тряпками одежду, сняли форму и отлили из бронзы. Это какая-то профанация, в принципе, на скульптуру. И она возникла. И вот эти прецеденты... Ну, такой наверное, вот- заказчик был тракторный завод или кто там. Ну, тракторный завод тоже делал свою реконструкцию трактористов. Ну, причем это было согласовано с Советом, это нет. То есть, вот когда приходим на выставочную площадку, что я хочу сказать, мы уже видим сегодня достаточно интересные, любопытные эксперименты в области скульптуры. Как только мы выходим в город, мы видим одно и то же, причем не самого лучшего качества. Мы не говорим о памятниках. Памятники все-таки контролируются Министерством культуры, экспертными советами. А вот мы, если говорить о скульптуре, скульптура городская оставляет желать лучшего. Согласен. Потому что, вот опять же, вы говорили, Китай, и не только Китай, я езжу с выставками, и Франция, Швейцария, Германия, приезжаешь туда, и та же Литва, наша добрососедская, приезжаешь туда, и там полно очень интересной скульптуры в городах. Это не обязательно фигуратив, это... В Литве даже в советские времена там уже интересная скульптура Да, была. да, конечно. Ну, как правило, это были памятники. А сегодня вот появляются скульптуры вот за счет частных средств и бюджетных средств, за счет фондов. Идет процесс. И мы в этом смысле отстаем. И очень сильно. И ситуация тревожная. Потому что вот такие вот заводчане, которые появляются, понимаете, бронзовые, Ну, я думаю, что- отвратительного качества и содержания, это просто ужасно. Ну, я думаю, что при всем моем уважении к скульптуре, я думаю, этот объект лучше всего демонтировать. Немедленно причем. Ну, настанет время и демонтируется. Я думаю, надо о другом сейчас думать, о воспитании людей. Вот как раз Потому это и что влияет. люди, которые смотрят на это, они еще не готовы какую-то модерную скульптуру видеть в городе. Они готовы увидеть вот такое, то, что мы видим. Четкая, ясная фигура, пусть ты говоришь, набитые тряпки, костюм набитый, там еще и так далее. Все хорошо. Но они привыкли к этому, они видят реалистическую фигуру. А вот увидеть, да, нечто иное надо Ну увидеть. вот мне кажется, что вот мое мнение, художник, идущий на поводу зрителя, какого-то мифического массового сознания, жалок. Просто жалок. Это надо нам, как членам нашего Белорусского союза художников, на очередном съезде Союза художников, эту тему особо обсудить и не поддаваться влиянию, скажем, общества, которое не очень четко знает вообще, как формируется искусство. Ну, послушайте, в И науке не- эксперименты и- же, они же не И, зависят. а художникам надо отказаться от такой конформистской идеи. Абсолютно. Конечно. Просто- Да, потому что наступает деградация. Если вернуться сейчас к Китаю, там, просто вот недавно прошел конкурс в пустыне, в Гоби. Шикарные объекты. Скульптуры столько выпускается по всему миру. Вот просто закройте глаза, уважаемый Николай, и представьте, вот прямо сейчас растут как грибы скульптуры по всему миру. Скульптуры, даже не памятники, а скульптуры, именно скульптуры. Потому что есть такая, на мой взгляд, фундаментальная разница между памятником и скульптурой. Конечно, конечно. Вот, то есть памятник это как документальное ну, кино и игровое большое кино. для памятника существует определенное тоже Безусловно, правило, как он конечно. должен быть выглядеть. Это история, это как можно сделать памятник тому же Гедымину, который делает, например, Аганов на сегодняшний день со своей коллегой Ольгой Нечай. Взять до Гедымина, конечно, иконографии не сохранилось как таковой, но сделать его, ну, я не знаю, там, вместо человеческого лица морду льва, например. Это уже как-то странновато будет выглядеть. Ну, Или леопарда, например. можно было бы так проэкспериментировать, понимаете, никто же не знает, как выглядел Гедымин. То есть кто-то когда-то нарисовал, например, Микола Купава. Да. И сейчас все думают, Или- что или Сташилюк, Гедымин это например, был персонаж не Гедымина, а по Миколину Купаву рисунку. Вот так вот он и выглядел. Мы не знаем, как он выглядел. Фотографии не сохранилось. Ни Гедымина, ни Александра Невского, ни других исторических персонажей. Поэтому тут можно экспериментировать. Я очень люблю цитировать такого философа, юмориста, писателя Станислава Ежелеца, который говорил:
создавать легенды. Боги начинали с этого. Вот легенды надо создавать. Кто там видел этого Гедемина? Может, как угодно его показать. Главное, чтобы был убедительный образ. Вот смотрите, что я еще думаю. Памятники это хорошо. Но вот, по-моему, в прошлый раз с вами обсуждали здесь, что лучше всего, вот если хотим героизировать какое-то историческое лицо, какую-то историческую персону Беларуси, лучше всего снять фильм. И меня услышали, наконец, где-то в Министерстве культуры. И вот сняли фильм, насколько я знаю, о Янке Купале. Потому что одно дело... Снимается, он еще в работе. Да, ну, вот в работе. Ну, видите, это нормально. Да. Как бы хорошо, что вот слышат меня. Надеюсь, что не последний раз прислушаются, что кино гораздо эффективнее сегодня, если мы хотим героизировать историческую персону, нежели памятник, который будет просто стоять в кустах. Хотя памятник тоже важно. Важно, но для меня, как для художника, для скульптора, важнее всего это, естественно, творческая скульптура, а не памятник, сделанный на основе там, госзаказа. В итоге, я думаю, что кончится все тем, для будущих поколений, я предполагаю только, что может быть, что от памятников как таковых откажутся. То, что уже стоит, будет стоять, а новые памятники персонам вряд ли будут делать. Скорее всего, новые технологии появляются. Я был в Швеции лет там 6 или 7 тому назад и увидел музей, квартира Стринберга, потрясающую экспозицию этого музея, музей-квартира. В его квартире музей сделан. Как можно в этом музее такой объем информации вложить? А очень просто. Все это делается с помощью электроники. Вот такой ящик красивый стоит, много-много кнопок, и нажимаешь любую, как это тебе нравится. Ранние годы жизни Стринберга, юношеские, учеба в университете, его живописное произведение, его драматические произведения и так далее, и так далее. Это что касается биографии и всего остального. И вот на этом пятачке они показали столько, что, извините, уже памятник Стринбергу там у горы, который стоит, он уже почти неуместен был. Ну вот видите, потому да, что я информацию надеюсь, человек что получил, то, что надо. То же самое естественным путем мы придем к тому, что по большому счету памятники бронзовые будут замещены фильмами о героях нашей истории, какими-то другими формами, более эффективными, которые доступнее, потому что сегодня меняется, все меняется, очень быстро меняется. Сегодня большую часть времени люди проводят в Инстаграм, а не в парках. Поэтому надо что-то с этим делать. Ну и последний вопрос тебе, как не просто как скульптору, а как члену многих художественных советов, монументальных советов. Совет как-то может влиять на эту ситуацию или все-таки больше они зависят от заказчика? Я знаю, я убежден в этом, что все-таки, к сожалению, совет пробует как-то влиять на ситуацию. Заказчик, который принимает решения, часто с плохим вкусом. То есть, и поэтому у нас есть... Закончим плачевной фразой. Кто платит, то и заказывая музыку. Примерно так, да. Грустно это. Тут еще есть вопрос последний, уже, может, это очень важный вопрос, я не знаю. Или уже все. Тогда, Максим, я рад, что ты пришел в эту студию. Мне очень интересно было с тобой беседовать. Я надеюсь, всем тоже было интересно, кто нас слушал. Спасибо большое. Я думаю, это не последняя наша встреча. Мы еще найдем повод еще раз встретиться, как минимум один раз точно. Поэтому я нагадываю, дорогие друзья, вы на канале «Культура» были. С вами программа «Диалоги культуры». Я ведущий Николай Пограновский. Наш гость в студии сегодня был Максим Михайлович Петруль, скульптор. Очень известный скульптор. Я даже боюсь даже говорить, вряд ли у кого-то из наших белорусских скульпторов есть такие коллекционеры, которые его скульптуру покупают. Поэтому спасибо всем, кто слушал, и спасибо Ине Титедок, которая все это время нам помогала, звукорежиссеру. Спасибо, до свидания. До свидания.